Pirmajā darbdienā, kad es sarīkoju sanāksmi ar pedagogiem, es vadīju šo sarunu. Es redzēju, ka man nesaprot lielākā daļa no pedagogiem. Cik lielā mērā skolas un direktori ir bijuši atklāti runājot par tiem izaicinājumiem, kas viņiem ir bijuši tajā procesā? Es gribētu teikt, ka ļoti atšķirīgi. Наверное, какие-то проблемы были с знанием новых слов, больше именно не терминов, а чтобы высказывать какую-то мысли свои. Просто было sложно переключиться, когда ты привык, что ты говоришь на двух языках, и вот резко нужно переключиться на один. Ir kaut kāda neliela daļa ar vecākiem, kuri, es teiktu, vienkārši nepiekrīt šādai реформai, pēc būtības. Ja. Когда они мне рассказали, как эта проверка проходит, я поняла, что не каждый латыш, наверное, пройдет эту проверку в языковом центре на уровень C1. Grūtības ar to, kā mēs sastopāmies ar to, ka ne visi bērni labi pārvalda latviešu valodu, jo pārsvarā šeit ir bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Vai mums vispār varētu būt vienota skola, ja joprojām, diemžēl, uz tiem mazākumtautību skolām nenāk latviešu? Каждый человек должен почувствовать, что он в этом государстве нужен, независимо от того, какой его родной язык. Этот учебный год, который начался в сентябре 2025 и вот-вот закончится для кого-то в мае, а для кого-то в июне, стал первым, когда школы перешли полностью на обучение только на латышском языке. Все классы. Этот переход происходил поэтапно и длился 3 года. Совсем скоро школьники отправятся на летние каникулы. И мы решили узнать, как у них дела. Как происходили эти перемены, как с ними справлялись школы, с какими трудностями сталкивались и пришли ли мы, наконец, к этой единой школе. Перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк этому кейсу, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Ну что, поехали! Переход к так называемой единой школе – это реформа, которая была принята в 2022 году. Она предусматривает, что с 2025 все дети в Латвии должны учиться на госязыке. Реформа осуществлялась в течение 3 лет. С 1 сентября 2023 года на обучение только на латышском перешли 1, 4 и 7 классы. С 1 сентября 2024 2, 5 и 8. А с 1 сентября 2025 3, 6 и 9. Но вообще путь к обучению только на латышском начался гораздо раньше. Так, в 2004 году было введено требование, что не менее 60% обучения в старших классах школ нацменьшинств должно происходить на госязыке. А в 2018 году было принято решение, что обучение в старших классах полностью должно вестись на латышском языке, а в основной школе были введены пропорции. В младших классах 50%, в 7 и 9 80%. То есть, по сути, к 2023 году, когда в школах начался уже окончательный переход на латышский, это не должно было стать какой-то неожиданностью, ведь уже имелась какая-то база. По крайней мере, должна была быть. Наши коллеги из передачи «Aizliegtais paņēmiens» пообщались с директором 75-й основной рижской школы, в прошлом школы нацменьшинств. Рамина Скуя стала директором в 2024 году, и вот как она вспоминает свои первые дни работы. Pirmajā darbdienā, kad es sarīkoju sanāksmi ar pedagogiem, es vadīju šo sarunu, un es redzēju, ka man nesaprot lielākā daļa no pedagogiem. Tas man bija liels šoks. Es zināju, uz ko es eju. Es zināju, ka šī ir par iestādi. Es arī apzināti startēju konkursā šajā skolā, jo es vēlējos ievest pārmaiņas. Taču es nedomāju, ka tā situācija ir tik traka. Arī skolēnu zināšanas bija ārkārtīgi vājas. Un tad, kad es sāku strādāt, es gāju iepazīties ar katru klasi. Tātad ar katru klasi es nācu uz sarunu. Un es ar viņiem veidoju sarunu par to, kādu viņi vēlas redzēt skolu. Kas ir tā vieta, vide, kur viņi tomēr atrodas ļoti ilgi. Un mani pārsteidza tātad ne tikai tas, ka viņiem bija grūti vispār saprast un izteikties. Tad es principā jau ar katru reizi, kad klasē gāju, es teicu skolotājai, lai viņa man palīdz. Jo es redzu, ka liela daļa mani nesaprot. Как так вышло? Значит ли это, что исполнение всех реформ и решений, которые были приняты до 2022 года, никем не контролировалось и не проверялось?
centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmu audzēkņiem ir bijis kopš 2009. gada. Tātad mēs visu laiku esam varējuši sekot līdzi caur eksamināciju, un nav tā, ka mēs neesam redzējuši, ka šīs zināšanas vai prasmes latviešu valodā nav pietiekami labas. Mēs pat esam šī iemesla dēļ mainījuši mūsu politiku procesā. Savukārt par reformu ieviešanu, protams, atbild gan ministrija, gan tās padotības iestādes, gan pašvaldības, gan skolu direktori. Cik lielā mērā skolas un direktori ir bijuši atklāti runājot par tiem izaicinājumiem, kas viņiem ir bijuši tajā procesā? Es gribētu teikt, ka ļoti atšķirīgi. Ja mēs tagad skatāmies ar šodienas acīm, tad mēs varam teikt, ka viņi nav bijuši pietiekami atklāti, un viņi varbūt nevienmēr ir runājuši par tiem izaicinājumiem, kas viņiem ir bijuši. Un arī šobrīd mēs varam redzēt, ka nevienmēr mēs uzzinām par visiem izaicinājumiem laicīgi. Droši vien, ka tā sajūta varētu būt arī ļoti cilvēcīga, ka tu negribi teikt, ka tev ir šis izaicinājums, un tu mēģini risināt pats, bet nevienmēr tas tev reāli izdodas. Ja mēs paskatāmies praktiski, cik daudz mums ir, piemēram, šo skolu direktoru, kur strādā visu šo periodu, nemaz tik ļoti daudz nav. Tie direktori ir nomainījušies dažādos periodos, bet jā, ja mēs paskatāmies uz 18. un 19. gadu, kad notika šīs proporcijas maiņa un pāreja uz 80% mācības latviešu valodā un 20% mazākumtautību valodā, tad faktiski jūs mazākumtautību valodā mācījāties tajā brīdī tikai dzimto valodu. Faktiski tajā mirklī lielākoties viss pārējais bija jau latviešu valodā. Vai tā patiešām tā bija? Redzēt, te ir tā atbilde. Mums vienmēr ir jāatbild, ko mēs vēlamies. Es domāju, ka jūs sabiedrībā skaļi dzirdat. No vienas puses ir vēlēšanās, lai valsts un arī kontrolējošās iestādes uzticas direktoriem un skolotājiem. Un no otras puses mēs redzam to rezultātu. Un te droši vien viena no tām atbildēm skan ļoti, varbūt, skarbi, bet mēs varam uzticēties, bet tomēr nevienmēr. Un tā atbilde, kāpēc lietas varbūt nav notikušas tik labi, kā mēs vēlētos, ir savā ziņā tieši ar šo saistīts, jo tas, kas mums visiem jāsaprot, tajā brīdī, kad jūs nosakāt, ka, piemēram, 40% notiek dzimtajā valodā vai mazākumtautību valodā un 60% notiek latviešu valodā no kontrolas skatu punkta, no tāda uzraudzības skatu punkta, tas ir ļoti sarežģīti pārbaudāms elements. Ja jūs ienākat izglītības iestādē no ārpuses, nebrīdinot, ka jūs nebūsiet, jūs nekad nezināt, vai šobrīd ienākot stundā ir 40% vai 60%. Но прошлого уже не изменишь, и пришли мы туда, куда пришли. Насколько готовы оказались школы к единой школе в 2023 году? Первые уроки, которые прошли, первая обратная связь, которая появилась, она была скорее отрицательная, чем положительная. Дети, при всем при том, что 50% преподавалось на латышском языке, когда весь процесс пошел на латышском языке, оказались в таком состоянии шока, причем в каждой параллели были свои сложности. Если у первоклашек не было предыдущего опыта учебы, и они им не с чем было сравнить, но среди первоклашек были дети, которые получали дошкольное образование в семье, и в результате пришли в школу вообще не владея латышским языком, то у них, как говорят, произошел разрыв шаблона. Да? Они вдруг оказались в среде, в которой говорят на языке им непонятном, и более того, от них еще чего-то требуют. У 4 классов сложности были с тем, что они, во-первых, переходили с одной системы оценивания словесной на десятибалльную систему оценивания. Плюс у них появились 2 новых предмета: литература, которая оказалась латышская литература со своими прекрасными, но очень большими для них текстами с огромным количеством непонятных слов. Плюс 2 иностранный язык, который, скажем так, тоже их жизнь не облегчил. То есть в 4 классе переход произошел и на латышский язык, плюс дополнительно 2 иностранный язык, плюс литература во всем своем прекрасном объеме. В 7 классах этот переход был осложнен еще тем, что у нас в 7 классе одновременно начинается 4 новых предмета. У нас программа так написана, что уже в 7
классе начинается химия и физика, плюс биология, география. Это STEM-предметы, которые достаточно сложные для понимания в принципе, фактологически богатые. У них также начался второй иностранный язык и литература латышская. То есть 7 классы, которые в этом году будут заканчивать 9 класс, которые попали как кур во щип, можно сказать, для них это было сложно еще в несколько раз. Да? И, наверное, самые сложные были первые 3 месяца, когда мы пытались понять, что действительно объективно создает сложности, с чем можно бороться, а для чего требуется время. И, естественно, это было сразу понятно, что не произойдет этого молниеносного перехода на латышский язык, потому что другой язык не может в одночасье стать родным языком. Šie izaicinājumi ir. Mēs meklējam dažādus risinājumus. Ko tas nozīmē? Tātad pirmkārt mācāmies visi kopā ar pedagogiem, ka faktiski viņu loma mainās. Tātad, ja agrāk, teiksim tā, es esmu ķīmijas vai fizikas skolotājs un mans galvenais uzdevums ir iemācīt ķīmiju un fiziku, tad šobrīd man vēl jāpiedomā, ka vienlaikus es esmu arī latviešu valodas skolotājs. Tātad, un tas praktiski tā arī izpaužas, ka, piemēram, es pārliecinās, ka pamatvārdus, pamatbalstavārdus bērni saprot, pirms es ķeros klāt pie, kas saka, vai paralēli, kamēr es ķeros klāt pie fizikas un matemātikas un ķīmijas apgojas. Otra lieta – pedagogu palīgu piesaistē, jā, tātad, kur pedagoga palīgi var atkārtot, skaidrot ar vienkāršiem vārdiem. Jā. Mūsu uzstādījums, ka mēs cenšamies arī to atbalstu sniegt arī latviešu valoda, tā ir tā skaidrošana ar vienkāršākiem vārdiem. Tālāk, protams, arī dažreiz ar to ir pamaz, jā, un tāpēc ir papildus konsultācijas pēc nodarbībām, pēc stundām. Un tagad mums ir tāda ideja, redzēsim, vai mums sanāks arī vasaras perioda vēl noteikti ļoti intensīvas nodarbības. Piemēram, tiem, kuriem arī ar to vēl joprojām ir pamaz, tādas ļoti nelielas grupas, kur, piemēram, intensīvi 2 nedēļas jūnija, 2 nedēļas augusta, tādas kā, klasiskas latviešu valodas apgūves kursi, ja? Tikai bērniem, atbilstošiem vecumam. Izaicinājums ir, protams, dažreiz sameklēt to skolotājus, kuri varētu to veikt, jo kolēģi visi ir pārslogoti. Даже школа 2030 не настолько подстегнула нас к сотрудничеству, как переход на латышский язык. Потому что то количество дополнительного материала, то количество технологий, которые мы используем для создания дополнительного материала, оно возросло в разы. Спасибо искусственному интеллекту. Мы с помощью, например, искусственного интеллекта создаем различные разукрашки. Зачем нам нужны разукрашки, спрашивается, да, в начальной школе, чтобы не переводить какие-то слова, а чтобы показать этот предмет, то есть использовать точный метод. Ученицы нынешнего 9 класса 40-й Рижской средней школы в 2023 году были одними из первых, кого затронула реформа. Тогда они были в 7 классе. В 7 классе что для вас было тогда самым сложным? Самым сложным оказалась адаптация, новые требования по уровню знаний, что до этого мы учились на 2 языках и имели возможность задать вопрос, получить ответ на родном языке. После этого уровень требуемых знаний возрос, и сложно было именно адаптироваться под новые требования. Наверное, какие-то проблемы были с знанием новых слов, больше именно не терминов, а чтобы высказывать какую-то мысли свои. И, наверное, больше сама такая проблема была. Мне больше всего составило трудностей понимать такие научные предметы, как биология, физика, потому что в нашей школе физика началась тоже с 7 класса, там нужно было много чего объяснять, и это мне составило достаточно большие трудности. Как справлялась? Я просто практиковала, я спрашивала учителей, как формулировать свои мысли правильно. И в физике, например, есть много вещей, которые повторяются в объяснении, и там можно было просто запомнить. Это... Для меня, скорее всего, тоже адаптация. Просто было сложно переключиться, когда ты привык, что ты говоришь на 2 языках, и резко нужно переключиться на 1. И, наверное, то, что у меня не такой был тогда большой словарный запас. В этом году им предстоит сдавать экзамены. Дети отмечают, что к 9 классу чувствуют себя гораздо увереннее и применяют язык не только в школе, но и за ее пределами.
Я часто использую pateicība, потому что там esmu ļoti pateicīga par to, par kaut ko. Мои любимые слова — это redzesloks, и почему-то мне нравится очень слово лид-машина. Пага часто используется. Така, паразит такой. Изменения коснулись не только самих детей, ведь школа – это как такая экосистема, которая включает в себя и учеников, и педагогов, и родителей. И очень важно, как на происходящее реагируют в семье. Для родителей первым шоком было, наверное, такой шоковый вопрос, как я могу помочь своему ребенку. Нормальный вопрос для любого родителя. Поэтому в тот момент огромную помощь оказала агентура латышского языка, у которой и до этого на домашней страничке valoda.lv огромное количество интерактивного доступного материала для разных возрастов для изучения латышского языка. Но агентура, пожалуй, первая, которая постаралась за очень короткий срок на своей домашней страничке выложить материал, который оказывал поддержку для такого дополнительного изучения, если так можно сказать, предметов на латышском языке. То есть основные предметы, они там были выложены как отдельное пособие, плюс были рекомендации, как родители могут помочь своим детям учиться на латышском языке. Огромное спасибо тем родителям, которые учились вместе со своими детьми латышскому языку. У нас такие семьи тоже были. И надо сказать, что самое приятное, наверное, это признание родителей, которые вначале говорили, что ничего не получится, все будет ужасно, все пропадет. Сейчас говорят, а вы знаете, вот сейчас я только замечаю, что когда мы оказываемся в каком-то общественном месте, мой ребенок может спокойно на латышском языке коммуницировать и общаться. Ir kaut kāda neliela daļa ar vecākiem, kuri, es teiktu, vienkārši nepiekrīt šādai reformai, pēc būtības. Ja? Un tur, protams, mums rodas papildus izaicinājumi. Es arī diezgan atklāti ar vecākiem runāju par to, ka faktiski šāda veida attieksme nekāda veida bērnam nepalīdz. Ja? Mūsu darbu tā padara grūtāku, ja, jo ja bērnam tiek stāstīts, ka tev nevajag, ja, tad, un mēs te stāstam, ka tomēr vajag, protams, tas bērnam nekāda veida nepalīdz. Tāda droši vien daļa ir salīdzinoši neliela, ja, bet tāda ir. Un tur katrs pieņem savu lēmumu. Ja, daži vecāki pieņem lēmumu meklēt kaut kādas citas varbūt skolas, ja, daži vecāki pieņem lēmumu vispār pārvākties uz citu valsti. Jā, tādi gadījumi ir bijuši šajos 3 gados. Вернемся в школьные стены, те, на ком все держится учителя. С новой реформой в школу пришли и новые усиленные языковые проверки. Уровень знаний госязыка должен быть не ниже категории C1. Если педагог проверку не проходит, то директор обязан его отстранить. Дальше у учителя есть 3 месяца, чтобы улучшить свои знания, пересдать экзамен и вернуться в школу. С новостями о проверках в школе и об отстраненных педагогах начали приходить и сообщения о том, что во многих школах отменяются или переносятся уроки из-за отсутствия этих самых педагогов. Очень хочу поблагодарить коллег, потому что наши учителя не уходили на бюллетень. То есть они приняли эту проверку достаточно стоически, не стали впадать в панику. Да, у нас были отстраненные учителя, у нас было таких 3 отстраненных учителя. К их чести, в течение 4 месяцев 2 из них вернулись, пройдя проверку в языковом центре на уровень C1. Я должна сказать, когда они мне рассказали, как эта проверка проходит, я поняла, что не каждый латыш, наверное, пройдет эту проверку в языковом центре на уровень C1. Да? И одна коллега ушла из отрасли, вообще из образования, она сказала, что она устала. Да, такое бывает с людьми, особенно в предпенсионном возрасте. Mums neviens gadījums nebija tāds, kas atgrieztos. Ja tie kolēģi, kas pieņema lēmumu ar atstādināšanu vai bez atstādināšanas iet prom, vismaz mūsu skola, viņi nav atgriezušies. Varbūt citā skola to es nevarēšu pateikt, bet pārsvarā tas, ko es dzirdu, tad cilvēki mainīja savu profilu.
Ja, un, ja tas bija pirms pensiju vecums, tad centās iet priekšlaicīgajā pensijā un doties un tā tālāk. No mūsu gadījumā tas skaits bija tiešām liels. Mums ir diezgan liels kolektīvs, 100-110 skolotāji. Tas izmaiņas skara līdz 30 pedagogiem. Это, пожалуй, та реформа за долгие годы, на которую было выделено средств больше, чем мы могли освоить, по двум причинам. Первая причина – нехватка человеческого ресурса. Мы просто не имели возможность привлечь помощников педагогов, потому что их не было физически. Самое печальное, что в Латвии большее количество учителей, которого не хватает, это латышский язык, литература, начальная школа. И как бы то ни было парадоксально, в нашей поющей стране учителей музыки не хватает. Это если об учителях-предметниках. Очень большое беспокойство создает нехватка персонала поддержки. Я имею в виду логопедов и специальных педагогов. То есть если помощник педагога, это может быть любой человек с педагогическим образованием, мы ему поможем, научим, как работать помощником педагога, то мы не в силах научить педагога стать логопедом или специальным педагогом. И у нас был период, когда 1,5 года у нас висела вакансия, и не было ни одного CV. То есть не то, что выбирать, да, а хоть кто-то бы отозвался на сообщение. И будем откровенны, в русскоязычные школы, которые были раньше русскоязычными школами, люди идут с опаской, как я уже говорила, по разным причинам. Кто-то не хочет проверок, у кого-то нервная система, у нас вообще, наверное, нервная система не самая крепкая, да? Kopumā visas šobrīd vakances ir aizpildītas, bet mēs labprāt vēl kādu varbūt arī pēc tām iespējām, kas mums ir, arī skatoties uz 1. septembrī, ja mainīsies finansējums programmas skolā, mēs ceram, ka mēs vēl varētu piesaistīt pedagogu palīgus. Protams, tas, ko es negribētu tā neprecīzi teikt, ka tas, ka nav vakanču, tas nenozīmē, ka viss ir kārtība, tāpēc, ka protams, mēs gribētu, lai tas vakants nevis vienkārši tiktu aizpildīts, bet ka tur būtu profesionāls pedagogs ar atbilstošo izglītību, ar atbilstošo pieredzi un tā tālāk. Учителя 72-й Рижской средней школы делятся своим опытом о переходе на обучение полностью на госязыке. Grūtības ar to, tā kā mēs sastopāmies ar to, ka ne visi bērni labi pārvalda latviešu valodu, jo pārsvarā šeit ir bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Līdz ar to tas latviešu valodas līmenis ir ļoti dažāds. Bet, protams, ir motivētie skolēni. Un arī tur, es domāju, ka jūs piekrītat, kā lielākā daļa motivētiem vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus. Jā. Un tad, veidojot materiālus, gatavojoties stundai, mēs nevaram pilnībā izmantot tos materiālus, tās grāmatas, kuras ir domātas, teiksim, tam skolām kur latviešu valodai. Ja? Jo bērniem grūti. Teksti ir sarežģīti, leksika, un līdz ar to mums jāpārveido un jāpielāgo mūsu audzēkņiem tie materiāli. Un paskaidrot arī ar tādiem vārdiem, parastiem vārdiem. Tāpēc, ka ir matemātikas stundās ļoti daudz tādu sarežģītus definīcijas un, protams, reālā dzīvē mēs nevaram to sadzirdēt. С начала реформы и по сей день все эксперты говорят о том, что один из главных и самых сложных пунктов для полноценного перехода на обучение на латышском – это обеспечение латышской языковой среды в школах. Ведь одно дело – это то, на каком языке проходит урок, а другое – что происходит за стенами класса. И как будто бы единая школа предполагает, что в ней учатся дети и из русскоговорящих, и из латышскоговорящих семей. Так и создается общая среда. С начала 2023-го есть ли у вас в школе дети, которые пришли из латышскоговорящих семей учиться в школу? Такие дети есть. И надо сказать, что тут есть две группы детей. Есть дети, которые пришли к нам и остались у нас, и продолжают учиться. И есть дети, которые пришли к нам и не смогли справиться с этой русскоязычной средой в неформальном общении, и они ушли от нас.
Да? Самое приятное, наверное, это наши третьеклашки, потому что у нас в 3 классе есть ребята из латышских семей, где язык семьи латышский, и они учатся. И самое приятное, наверное, то, как они стараются помочь своим одноклассникам. У нас в 3 классе есть мальчик, который владеет в том числе и китайским, и английским языком. И тот микс, на котором они общаются, это, конечно, но они искренне стараются помочь друг другу, и это, конечно, любое сердце растает. В средней школе также к нам поступают достаточно много учеников из латышских школ в 10 класс. И также есть дети, которые остаются у нас и заканчивают нашу школу, а есть дети, которым знания латышского языка не помогают в освоении предметов и не помогают в адаптации, они уходят от нас. Да? То есть мы абсолютно откровенно сразу предупреждаем родителей, что мы исторически школа, где учится подавляющее большинство русскоязычных детей, и задаем вопрос, не будет ли это культурным шоком для их ребенка. Интересный факт. Первый ребенок, который пришел к нам из латышской семьи, он откровенно сказал, что поступает к нам в 10 класс, чтобы выучить русский язык. Когда он заканчивал 12 класс, я ему задала вопрос: «Патрик, ты выучил русский язык?» Он сказал: «Нет, но мне все очень нравится». Да? И, потому что русскому их никто специально не учит. И еще, наверное, особенность нашей школы такова, что мы русский как второй иностранный никогда не изучали. У нас как второй иностранный был французский и немецкий язык, сейчас остался только немецкий язык. Nu, mūsu gadījumā te droši vien jāņem vērā tas ģeogrāfisks aspekts, kur mūsu skola atrodas. Ja mūsu skola atrodas Ķengaragā, un ja mēs te paskatīsimies iedzīvotāju īpatsvaru, mēs arī droši vien redzēsim krievvalodīgo īpatsvaru ļoti, ļoti lielu pārsvaru. Un tāpēc pie mums ļoti maz, es teiktu, ir. Ja atkal tā tendence ir labāka vidusskolas posmā, tad, kad viņi jau izvēlas varbūt ne tik daudz pēc mikrorajona, ne tik daudz pēc apkaimes, ne tik daudz bet izvēles pēc tā, ko mēs piedāvājam. Un mēs piedāvājam diezgan stipru STEM grozu, ķīmiju, fiziku, bioloģiju, matemātiku, un tāpēc daži ir gatavi arī braukt no citas apkaimes uz mūsu skolu, lai dabūtu to mūsu piedāvājumu. 1-9, es teiktu, pārsvarā mums ir bērni no šīs Ķengaraga apkaimes, un šeit, es domāju, 98% ir ar dzimto krievu valodu. Vidusskolas posma 10-12, tur jau tā proporcija ir citādākā, arī no latviešu skolām, arī no latviešu ģimenēm. Ja. Mēs, protams, arī esam atklāti pret to, kā mēs nodrošinām mācību procesu, ja, bet savstarpēja saziņa bērniem, protams, notiek viņu dzimtajā valodā. Mēs arī laicīgi arī to komunicējam un brīdinām, lai pēc tam nav nekādi nepārsteigumi, nepārmetumi. Ja, un kādus tas attur, ja, kādus tas neattur. Līdzīgi ir ar skolotājiem. Mums šobrīd ir ļoti laba situācija. Mums ir tāds miksēts, es teiktu, kolektīvs. Mums ir kolēģi, un viņiem, kas saka, arī īpaši paldies, kuri nesaprot krievu valodu, ja, un strādā mūsu skolā. Un viņam noteikti nav tas vieglākais ceļš. Ja, bet es domāju, tas ir tāds ieguldījums arī tiešām pēc būtības, nevis uz papīra, bet pēc būtības integrētai un kopīgai sabiedrība. Vai mums vispār varētu būt vienota skola, ja joprojām, diemžēl, uz tiem mazākumtautību skolām nenāk latviešu bērni? Es gribētu teikt, ka tas nav viennozīmīgi. Un šim jautājumam ir divas puses. Pirmkārt, mums ir skolas, kurās notiek ļoti mērķtiecīga sajaukšanās. Tādā izpratnē, kā jūs to teicāt, ka mums nāk bērni mācīties it īpaši vidusskolas posmā, un viņus vada izteikti, piemēram, šajā vai citā izglītības iestādē ļoti kvalitatīvs, piemēram, ķīmijas skolotājs. Un viņi liels, ka to zina, un tur vispār nav jautājums, tur līdz ar to mācās visu veidu bērni. Bet mums jau ir jāapskatās no otras puses. Mums arī Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas valsts 3. ģimnāzijā pat līdz pusei ir klases, kur nāk no bijušām mazākumtautību izglītības iestādēm mācīties bērni. Līdz ar to jautājums vairs nav par to vai, bet jautājums drīzāk ir, kurā brīdī, kādā veidā un kādā formātā tas notiks, cik ātri tas process virzīsies uz priekšu, bet viņš jau notiek.
Un tālāk droši vien ir jautājums, vai tas vienmēr ir, teiksim, pirmsskolā, vai tas vienmēr ir pamatskolā. Šeit pašvaldība var līdzēt šim procesam notikt, domājot par skolu tīklu un mēģinot saprast, kā tas varētu notikt. Un šeit abām pusēm ir jābūt atvērtām. Jo, ja mēs kā cilvēki un kā vecāki nebūsim atvērti tajā brīdī, tad mēs nekur nenokļūsim pie rezultātu. Mēs gribot, negribot, bet mēs esam šajā ceļā. Mēs jau tur esam. Un tālāk ir jautājums vienkārši demogrāfijas, mērķtiecīgas politikas īstenošanas rezultātā visā pārējā. Es domāju, ka īsākā vai garākā laika posmā mēs tur arī būsim. Mēs tur jau esam. Одни из тех, на ком реформа полного перехода обучения на латышский официально подошла к концу, это дети 6 классов. Они начали учиться полностью на госязыке только с 1 сентября 2025 года. Tagad man palika latviešu valoda labāk runā, tieši runā. Agrāk man bija vislabi ar latviešu valodu, ar atzīmēm, ar gramatiku, bet tagad man labāk palika runa, un tagad man labāk sarunāties latviski. Arī tagad labāk runu latviski. Principā, jā. Nometnē biju, man patīca, ka ļoti laba latviešu valoда. Но можно ли считать переход на обучение полностью на латышском языке завершенным? Не только на бумаге, но и в реальности. Можно ли считать, что цели достигнуты? И самое главное, станут ли эти дети наконец-то выпускниками действительно единой школы? Nebūsim naivi. Ne jau vēl te, piemēram, līdzīgu reformu Igaunija īsteno vismaz 6 gados. Un es domāju, ka tāds vidēja termiņa rezultāts ir 6 gadi, un tāds tiešām ilgtermiņa rezultāts ir 9 gadi. Kad bērns ienākot tieši vienotai skola 1. klasē, viņš pabeigs 9. klasi, tad mēs droši vien nevarētu šaubīties par viņa latviešu valodas prasmju līmeni. Ja? Vidēja termiņa rezultāti vismaz tie ir 6 gadi. Ja? Tā kā domāt par to, ka tagad reforma ir noslēgusies, tāpēc, ka tieši šogad, piemēram, noteiktas klases 1 gadu ir mācījušies vienādas skolas ietvaros, un tāpēc tas rezultējas, un problēmas viss ir atrisināts. Es domāju, tas ir diezgan naivi, un ja mēs tā godīgi paskatītos uz datiem, uz situāciju, mēs to ieraudzītu. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, es domāju, ka, un tāpēc mēs ar kolēģiem tā arī diezgan atklāti runājam par to, ka tas ir vismaz vēl ļoti intensīvs darbs, vismaz 3 gadu ietvaros, ja, kur šādus atbalsta mehānismus ir jāsaglabā un vēl jāskatās, kas vēl ir jāliek klāti. Šis noteikti nav ar burvju nūjiņu kaut kāds process, kur vienkārši var tā skaisti noslēgties, un mēs varētu teikt, ka viss ir gatavs. Un otra lieta, protams, turpināsies tas, ko mēs redzam, vecāku attieksmi un vecāku loma. Un šajā gadījumā es nedomāju par to, ka vecākiem jāmāca latviešu valodu. Bet tā pozitīva attieksme, atbalsts un, piemēram, interešu izglītības pulciņa izvēle, kas notiek latviešu valodā, un kādreiz kino aiziešana latviešu valoda vai teātri, vai aiziešana uz teātri latviešu valoda, vai arī vēl kaut kādas lietas, kas neprasa latviešu valodas mācīšanu no vecāka, ja tas netiek prasīts. Bet tādi neformāli pasākumi un neformāls atbalsts, ja, un vienkārši, ka ir grāmatas gan latviešu valoda, gan krievu valoda mājās, ja, tas gan, man liekas, ir tādas nelielas pozitīvas lietas, kas kopumā ilgtermiņā sniedz mums, kā skolai, labu pamatu, lai izdarītu savu darbu labāk. Что является целью единой школы? Если целью единой школы являлось хорошо выучить латышский язык, да, мы его учим и стараемся, и никто от этого не отказывается. Если целью было сплотить общество, то на данном этапе эта цель еще не достигнута. И, наверное, основное обращение, основная просьба к политикам. Да, в 2022 году, в 2023 году были приняты политические решения, мы перешли на единую школу, закон изменен. Но любое политическое решение, оно требует и политического сопровождения. Если мы будем радикализировать единую школу, то ничего хорошего у нас не получится. То есть на данный момент все еще общество не сплочено. Все еще у нас существует русскоговорящая диаспора, латышскоговорящая диаспора. И как это объединить, об этом должны хорошо подумать политики, в первую очередь, каждый раз, когда они входят с любым обращением к народу. Я бы сказала, как Блауманис в своем Таула Стаурātājs, man dzelts ir mana tauta.
Да? То есть в Латвии мы сейчас живем в такой период, когда каждый человек действительно стоит дорогого. И каждый человек должен почувствовать, что он в этом государстве нужен, независимо от того, какой его родной язык. И вот эта задача единой школы, она еще будет длительное время и будет во многом зависеть от того, как каждый член общества, как каждый политик к этому отнесется, какую риторику он будет использовать, беседуя на эти темы, обращаясь к народу, обращаясь к своим избирателям. Да. У меня объективные опасения, что в год выборов, перед выборами в Сейм, многие депутаты захотят разыграть национальную карту, потому что самая легкая карта, которую вытащить из рукава, и результаты мониторинговых работ могут быть использованы именно в политической борьбе абсолютно некорректно. И опять-таки, используя неправильно эти результаты, мы не поможем единой школе. Мы ее наоборот откинем назад на 3 года, на те исходники, на которых мы стали в 2023 году.